Друзья, всем большой привет! На календаре 4 сентября. Унылая осенняя погода. Ну, сегодня относительно тепло по сравнению с вчерашним днем. Где-то около 15 градусов, наверное, тепла. В гостях у нас Николай. Только на этот раз у нас почему-то не то чтобы рыбалка не получается, а он попал так удачно, что на копку картофеля, в общем, копаем картошку вместо рыбалки. Копали, плюнули, решили, полдня у нас запас есть. А чем черт не шутит? Решили выехать на рыбалочку, покидать спиннинг. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Погнали. Давненько на рыбалке уже не были, где-то около недели, так что не грех. Как мы видим, вода упала, наша Уралочка опять на суше. Это, с одной стороны, очень даже хорошо. Возможно, поклюет и хариус. Вся надежда, основная надежда, как бы, в первую очередь, попробуем половить, конечно же, хариус. Погнали. На тот берег сели. Чирочки. Ну вот, приехали на наш любимый перекатик и делаем первый заброс. Сразу кидаю на бомбарду, потому что прошлую рыбалку с Саньком тут вообще блесна не работала. Работала только мушка, и то как бы не очень. С той рыбалки у нас заметно упала вода. О, вижу всплеск некрупного хариуса. Вот второй, третий, но это васьки. Вода упала, вот этих островков тогда не было. Сейчас они появились, так что это как бы хорошо, с одной стороны. О, на мушку прыгнул уже васек, но промахнулся. Как бы есть надежда, что тогда поклюет. Тогда очень много, коль васьков было, клевали. Мелкий ловился, а крупный выеживался. Посмотрим, что скажет на этот раз. Он вот васек, тоже васек. Наверное, придется немного переехать чуть поближе к фарватеру, там поглубже. Возможно, там хариус покрупнее. Ну ладно, забросы в 10. Пока тем более готовишь снасти, покидаем сюда. Большого аппетита походу нету. Он вроде бы и плещется, но так, нехотя. Вот он здесь. Это все мелочь. Мелочи жизни. Как ни странно, а ловиться он не начал до сих пор. Я почему-то думал, погода вроде бы более-менее постоянная. Вода. Вот и первая поклевка. Вот и первая поклевка. Это у нас что? Это у нас васек. Васек. Мелкий хариус. Но вот, как мы видим, взял жадно на 3 крючка. Полную мушку заглотил. Да, мелкий. Да прыгают эти васьки, блин. Что-то они без толку прыгают, а брать не берут, блин. Он прямо возле лодки, блин. Прямо возле лодки. Мушка, наверное, не нравится. Надо попробовать твои 500-рублевые мушки, блин. Вон, васьки одни, блин. Вон,
Николай купил мушки по 500 рублей штука. Красненькая, зелененькая, розовенькая. Я да гламурный возьму, розовый. Сейчас попробуем на новую мушку подцепить. Может, что клюнет. Вот такая вот розовая гламурная мушечка. Сейчас проверим. Вяжу я узел, не знаю, как он называется, но вот так вот обычно. Раз, два, три, 4. Потом вот это отверстие. Потом вот это отверстие. И стягиваю. Вот так вот. Леска 0,28 флюрокарбон. Чтобы уже было наверняка. Так. Ну и давай отпустим его за бомбардой. Вот такой длины примерно. Просто двойная петля. Раз, два. Все готово. Будем пробовать новую мушку. Брос на новую мушку. Сейчас посмотрим, как она у нас отработает. Ну, пока никак. Пока работает так же, как и старая. Второй раз забросил старик невод в синее море. Пришел невод с тиной морскою. 500 рублевая тоже не работает. Да. Что-то выеживается. Вроде бы и плещутся тут мелочевка, а брать не берут. О, взяла на новую мушку он. Правда, Васек. Васечек. Да успокойся. Так что гламурный цвет им пришел по нраву. Гуляй, Вася. Коли поклевка. Идет, да, хороший, съедобный. О, добренький, Энскадан. Так что что-то у нас начало получаться. Хариус не такой же активный, но вот нет, да поклевки есть. Меня вроде бы как бы тоже съедобный клюнул. Вот он. Да, хорошенький, Энскадан. Вот таких уже можно брать. Розовый это клюнул, любит гламурный цвет. Хороший это мушки. Вместо одна, вторая работает. Ну, будешь ловить, конечно. Так что по рыбками уже поймали. Еще по пяток поймаем и можно домой идти. Ведро. Коля сказал, пока ведро не поймаем, не поедем. Так, у меня Васек. Опять же на розовую клюнул.
А заглотил-то, ёб... А? А мелкий. Вот там вот крупный был. Или ты его поймал уже? Нет, прыгал тут хорошенький. Да? Опа, вот он, вот он, вот он. Вот он. На верхний крупный тройничок прыгнул. Так, так, так. Лок. Вот этот красивый. Вот это мне уже нравится. Такая рыбалка. Да. Янгскадан. Заглотил хорошо. До глотки. Вот. Как-то вот так. Так вот надо. Вот так вот надо. Ну что, пришло время испытания блесенки. Made in France, MEPS. А Николай мне подарил вон такую блесенку красивую, вон. MEPS троечка. И сейчас, прямо сейчас мы ее попробуем в деле. Снял бомбарду и нацепил блесну вот на поводок, правда, и сверху одна мушечка. И сейчас мы проверим, что они скажут на блесну. Если у них аппетит есть, то они эту блесну тоже должны, по идее, брать. В прошлый раз Аньком рыбачили, они блесну вообще брать не хотели. Меняли всякие разные блесна, не хотели брать. А летом Санька ловил на блесну, даже щуку здесь поймал, да? Да тот он не ловит, а потом выловит все равно. Какой-то у него такой вот этот самый. Везуха. Ну, 2 заброса. Поклевок нет. Ну ладно, раз 10 забросим все равно. Потом, если поклевок нет, поставим опять бомбарду. Не хотят блесну брать. Черти. О, у Коли поклевка. Тянет, потянет. Вытянуть. Получилось. Молодца. Хорошенький, действительно, да. Я же говорю, на фарватере тут покрупнее, хоть он нет-нет, но уже ощущается хоть. Ну, значит, твой был. Он был предназначен для тебя. Он знает, что Ира Александровна очень любит хорюшков. Очень-очень. Да. Жареных или соленых? Таких, и копченых, и соленых, и жареных. Всяких, да? Всяких хуярей. Это хорошо. Мне, знаешь, мне нравится смотреть, когда человек с наслаждением ест рыбу, когда любит рыбу, блин. Вот это мне нравится даже, не знаю, больше смотреть, как, чем ловить даже, блин. Когда видишь, что человек или вот так угостил тоже копченой рыбкой, блин. И он за обе щеки уплетывает и говорит: о, блин, вкусняшка, спасибо, блин. Знаешь, на душе приятно становится, блин. Опа. Ладно, успеешь. Тут ведь есть кабанчики хорошие. Они просто тупо сидят на дне и выжидают. Я не знаю, что они выжидают, блин. Бывает даже такой период, что вот эта мелочевка как бы типа куда-то пропадает и начинают брать только крупный. Но это бывает реже. А, сейчас, секунду. Ну вот вроде бы и клюнул более-менее съедобный. Ну да. Вот этот уже приятненький. Вот таких уже можно брать на гламурную розовую мушечку. Значит, мушки-то хорошие, оказывается. Ну да.
Ну да, да ну. Ну не густо. Они есть, но видишь, с 10-го раза только берут. Упрашивать надо. О, где-то был всплеск, а где не заметил. Ну ничего, что не гордые, можно попросить там. Ну да. Дорожка молчит, вообще не работает. Ни одного. Один прыгал, и тот не попал, промахнулся. В общем, фигня эта дорожка. Дорожку надо двигать. Может, кораблик запустить? Ну, сейчас я попробую. Вот он, показал себя. Ну, давай, давай. Вот, второй. Хариус есть. Он, плещется. А брать не хочет. Где-то вот здесь вот. Здесь вот один, чуть дальше там второй. А брать не хотят. Вот тут вот, вот тут вот. Сейчас попробуем так вот его соблазнить. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Нифига, не хочет. Ну что, дорожка не работала. Повесил корабль. Поклевка есть. По весу хорошенький. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Хороший, да. Красавчик. Тихо, тихо, тихо будь. Вот это уже Энцкадан Хариус. А там его, получается, нет, что ли? Ну, получается так. Места надо менять. Немножко подзапутался у меня. С корабликом с одной стороны неудобно, но с другой стороны он продуктивнее. Опа, а еще нет. Это я думал, поклевка уже, блин, это кораблик тянет. Или была поклевка, да сошел. Что-то я не понял немножко юмора у него. 5 мушек, чтобы не путаться. Меньше мушек. Если много мушек, то потом все будет путаться. Вот еще поклевочка. Поклевочка. Ушел. Ушел. Хорошенький тоже был. Так. Ну что, я бомбарду-то буду кидать? Нет. Бомбарда интереснее, блин. А кораблик продуктивнее получается. Можно влево, можно вправо, катамаран. Так, ладно, пока не ловится, покидаю бомбарду. Ну не зря кораблик отпустили, уже поймал, да? Ну давай, бахни-бабахни. Или что, вы на бомбарду не хотите? Оп, посек. Оп, второй. Опа, а этот уже не Васек. Опа, опа, опа. Ну иди ко мне, мой хороший, хороший, хороший. Вот какой он, ой, блядь, плохой, нехороший, как Григорьевич говорит. Такой хороший ушел. Хороший Хариус был, но он оказался нехорошим. Во, вот это еще хороший, прыгнул. Сейчас мы попробуем его поймать. Так, это у нас Васек. Васька, да. Васек нам не нужен. Иди, пожалуйся отцу и деду. Скажи, меня тут обижают. А вот тут вот был хороший. Ну-ка, где он там?
Где он там? Где он там? Там у меня нет случайно никого? Нету пока. Пока мисс. Так, уже интереснее пошла рыбалка. Есть поклевочка на бомбарду. Опа, опа, опа! Вот это жалко. Ну что жалко? Как Иван Григорьевич говорит, я же его не растил. Ушел. Красавчик. Блин, второй красавец уже подряд уходит, блин. Один на кораблик такой же и здесь на бомбарду. Чуть-чуть до лодки не дошел, каких-то, блин, 30 сантиметров. Мушка мелкая. Ну-ка поменяю покрупнее мушку, попробую поставить. Вообще рядом с лодкой плещется, а брать не хочет. Вот тут вот плесканулся такой добренький тоже. А брать не хотит. Ладно, попробуем тебе кораблика подсунуть. Мы с кораблем попробуем тебя поймать. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Куда там зацепилась? Все. Вот так вот. Вот так вот. Где ты тут? Ну? Где ты тут? Где ты тут? Где ты тут? Смотри, какой хитрый, а? Не берет. Не хотит. Так, попробуем отпустить мушки в воду. Вот так вот, вот так вот. И подергать вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И потихоньку сплавляем. Вот так вот. Не хочет? Ладно. Клюнешь, скажешь. Вроде бы как съедобный клюнул. Так, так, так. Пока идет, пока идет. Ну-ка, что там у нас? Да, нормальный. Опа, 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 опа. Опа, и ушел. Молодец. Красавец. Ненскадан. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, красавец. Не уходи. Побудь со мною. Я говорю, он мне понравился с первого прыжка, как только он показал себя. Сразу понравился. Ох, какой красавчик, заглотил как. Ненскадан. Вот так вот надо. Вот так вот красиво. Ненскадан. Давненько не было поклевок. Сплавились метров 100, наверное. И вот встали на якорь. И наконец-то он клюнул, красавчик. Был какой-то перерыв, где-то, наверное, минут полчаса. Точно ни одной поклевки не было, да? Ну, 20 минут точно. У меня и до сих пор их нет. Да? Да. Да ты везунчик. Вот тут еще один такой, тоже съедобный, более-менее прыгнул, разик. Поднялся и все оставил. И больше не хочет. Отличился максимальным уловом. Самый крупный ком. Больц. Уплыл. Не знаю, далеко ли он уплывет. Ну да, ему дали шанс исправиться. Все, что ли? Переедешь с места на место, одна-две поклевки, все, и тишина. Хотя они есть. Что-то, наверное, рыба уже спать легла.
Тут крупный хариус еще обнадежил. Думал, начались поклевки на новом месте. Все, мелочевка прыгает и все. Но уже не берет. Ни мелкий, ни крупный. Вот этот, ну вот сейчас вот. Это тоже вроде мелкий, но попробуем, сейчас возьмет, не возьмет. Бесполезное прыгание началось. А это мелкий, даже ловить его не буду. А крупный вообще как бы его не стало. Он есть, он никуда не делся. Его здесь очень-очень много, но почему-то мы опять не попали на клев. И когда он заклюет, одному богу известно. Сколько, Коля, время уже? Коля, время сколько? Без 15,5. Была поклевка. Что-то опять и будем или поедем уже? Поедем. Ну, поехали так поехали, потому что сегодня надо добраться нам еще до деревни, потом до Троицка. Завтра у меня рейс. Ну, а послезавтра мы уже поедем в Еремеево. Старинное коми-село Еремеево. На праздник охотника. И дай бог, чтобы была погода, и мы вам все покажем. И мы вам все расскажем, что и как, и почему. Очень красивая река там, река Илыч. Спиннинг возьмем тоже. Если может будет время, порыбачим. Там навряд ли времени будет. И, конечно же, покажем вам по дороге все красоты этих замечательных мест. Места заповедные. Там Печоро-Илычский заповедник чуть выше Еремеево. В общем, все это скоро увидим. Так, ну чё, не знаю, до 5 доживем, не доживем. Вернее, здесь. Давайте подведем итоги. Началось все вроде бы неплохо, но потом все утухло. В общем, вот. Сколько? 11, да, штук насчитали? 11 штук. 11 харюзов. Неплохо. Отлично. На покушать есть. Можно малосолочку сделать, а голову, хвостики можно будет пожарить. Но это, Николай, уже свою веру будешь угощать в городе. Да. Небольшой, но все-таки гостиниц. Так что всем спасибо за внимание, всем пока. Вот такая вот короткая рыбалка. Ну, не получилось порыбачить. Николай приезжал на 3 дня, но повезло ему, зато покопать картошку досталось. Свою картошку не сажает, покопал мою. Ну, после уборки картофеля и после праздника охотника, дай бог, мы еще успеем съездить на рыбалку, дай бог еще поклюет, потому что уже месяц сентябрь, а это значит скоро, очень скоро рыба перестанет вообще ловиться, и можно будет ловить, можно будет поймать только на сети. Ну, не будем ничего говорить раньше времени. Всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Помаши ручкой, Николай. Увидимся.